Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала ТУВА-24. Мои коллеги и я расскажем вам о важных событиях дня. Коротко о главном. На озере Дусхоль теперь сотовая связь будет работать круглый год. Стратегия развития и сохранения тувинского языка. Учителя родного языка повышают квалификацию. В Туве флюорографическое обследование стало доступнее в разы. Теперь направление можно получить без записи к терапевту. Для воспитанников Кызыльского президентского кадетского училища провели экскурсию по зданию госавтоинспекции. В Чадане пьяный водитель устроил погоню и пытался уйти от сотрудников госавтоинспекции, в результате чего столкнулся со стоящей на парковке машиной, после чего, находясь внутри машины ДПС, напал на сотрудника ГИБДД. Подробности далее. В среднем за сутки в республике задерживают 20, а то и больше водителей, не имеющих либо лишенных водительских прав. Из них по статистике больше 10 водителей в нетрезвом состоянии. К примеру, позавчера в Чадане около 3 часов дня сотрудники дорожно-постовой службы заметили автомобиль ГАЗ, который ехал на высокой скорости мимо одной из школ города. Сигнал о постановке транспортного средства водитель проигнорировал и начал скрываться, увеличивая скорость. В результате преследования водитель не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль, который был припаркован возле здания Дускамчийского районного суда. В салоне автомобиля ГАЗ находился двое мужчин с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции установили личность водителя, им оказался 45-летний водитель города Чадана. Также при задержании водитель оказал сопротивление сотрудникам и пытался выйти из служебного авто ДПС. Агрессивно настроенный мужчина кулаком ударил сотрудника полиции по лицу. Тот, в свою очередь, применил физическую силу, использовав прием загиба руки за спину, тем самым ограничил движение нарушителя. В отношении нарушителя составлено 5 административных материалов, в том числе по части 20 и 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за отказ от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. Кроме того, в действиях правонарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это применение насилия в отношении представителя власти. Автомобиль отвезли на спецстоянку. За управление машиной в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомашиной сроком до 2 лет. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей не садиться за руль пьяными, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Мерген Оюн, Буян Оюн, Азамат Ачур, телеканал ТУВА-24. В Туве продолжает собирать осеннюю гуманитарную помощь для участников спецоперации в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы». К акции присоединились артисты Национального театра. Они организовали благотворительный показ спектакля «Навстречу к мечте», который состоится 26 октября. Артисты Национального театра активно готовятся к пьесе «Навстречу к мечте». Социальная драма пользуется популярностью у зрителей. Билеты раскупают мгновенно. Это уже давно не секрет. Спектакль потрясает до глубины души. Постановка заставляет задуматься и учит ценить каждую мелочь в жизни. Отличительная черта постановки – реалистичность. В спектакле рассказывается про жизнь детдомовских мальчиков, которые живут в детдоме, про дружбу, про доброту, про светлые помыслы. И не буду рассказывать, лучше, наверное, один раз посмотреть, чем 1000 миллион раз услышать. Приходите обязательно и внесите лепту, свою помощь в защиту нашей Родины. В спектакле задействованы только актеры-мужчины, но каждый из них играет несколько ролей и даже женских персонажей. Сам спектакль основан на реальных историях. Зрителям нравится эта постановка, и поэтому ее сделали благотворительной. Все собранные от продажи билетов средства перечислят в фонд ОНФ для адресной доставки нашим бойцам в зону специальной военной операции. Для того, чтобы они, по крайней мере, купили те необходимые вещи, которые для них нужны. И дай бог, на самом деле, вот наша помощь, которая собранная от наших зрителей, от всего народа, получается, дошла до наших ребят. Билеты на этот спектакль можно будет приобрести. Продажа открылась уже сегодня. Будет спектакль 26 октября. Их можно купить на сайте нашего театра, можно купить в кассе нашего театра и онлайн. Зрители также могут помочь финансово, перечислив любую сумму по QR-коду, которую предоставят в день спектакля. Но и это не вся помощь, которую оказывает республика. 4 клетки или вправо, или влево, вверх,
вниз, но 4 клетки всего. Депутаты закупили основы для маскировочных сетей и передали их волонтерам. Помощь своевременная. Из-за нехватки основ остановилась работа. В Центре русской культуры волонтеры женского движения «Единой России» сети изготавливают своими руками. Как нам пояснили, материал прочный, водостойкий, не пропускает света, поэтому не отображается тепловизорами. Мы сегодня с нашими волонтерами собрались, чтобы перенять опыт, как сделать правильно маскировочные сети для наших воинов, находящихся на специальной военной операции. Вот. И именно здесь, в Центре русской культуры, мы будем базироваться в течение всего периода, зимнего периода, и будем вязать и делать маскировочные сети. Для этого пришли сегодня наши волонтеры. Вот, это «Матери России», «Многомамотова», «Благое дело». Это весь состав и «Союз женщин». То есть все женское движение «Единой России» в Республике Тыва. Активисты сегодня пришли научиться делать сети. Помимо всего, собирают деньги, на которые закупят технические средства. Сегодня комплексы с радаром отслеживания и подавителем беспилотников являются одним из самых востребованных технических средств. Отметим, что товары закупаются исключительно по заявкам самих бойцов. И, соответственно, были озвучены просьбы именно в помощи как техническими средствами, да, то есть это средства для подавления дронов, и маскировочные сетки. И было принято решение депутатами Хурала представителей именно о закупке в необходимом количестве сеток, основ, так сказать, для проведения работ по плетению маскировочных сетей. Вчера также Хуралом представителей города Кызыла, фракции «Единая Россия», была оказана также материальная помощь на приобретение противодронных рюкзаков. Закупят 3 противодронных рюкзака радиусом действия до 2 километров. Акции по сбору помощи будут проходить регулярно, так как гуманитарная помощь осенняя отправят теплые вещи, теплогенераторы, палатки и спальники. Мы сейчас ряд мероприятий проводим, чтобы собрать денежные средства. Это сумма большая на подавители дронов в том числе. Совместно с театром мы проводим спектакль. Сбор этих денежных средств он пойдет на приобретение подавителей дрона. Для 55-й бригады, это 4 роты, мы хотим закупить 4 подавителя дронов. Вообще технических заявок много, и не только от 55-й. Поэтому, конечно, нам нужна помощь нашего населения, наших жителей, чтобы мы могли собрать достаточно средств и закупить, и распределить хотя бы по нескольким военным подразделениям такие технические средства. Это и тепловизоры, и ночники, и квадрокоптеры, подавители дронов и так далее. Груз планируется отправить в конце октября. Гуманитарную помощь принимают ежедневно по адресу улица Кочетова, 30, региональный исполком Народного фронта. Дополнительную информацию можно получить по телефону 210 50. Внести свой вклад может каждый. Инна Клоян, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24. В Туве официально завершен особый пожароопасный период. Об этом сегодня сообщили представители Министерства лесного хозяйства и природопользования республики. О том, какая в этом году пожароопасная обстановка и какие меры предпринимались по профилактике возгораний, расскажет Айрасад. В Туве с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 100 лесных пожаров. Общая площадь более 3500 гектаров. По сравнению с прошлым годом, в этом году пожаров меньше, причем почти вдвое. Отметим, что в 2022 году с начала пожароопасного сезона произошло 197 лесных пожаров. Слаженная работа, погодные условия и другие факторы поспособствовали в этом году уменьшению возгораний. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году лесные пожары уменьшили почти в 2 раза, то есть на 97 случаев меньше лесных пожаров возникло. И по площади мы уменьшили площадь, пройденных огнем, почти 18 тысяч гектаров. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы уменьшили площадь в 6 раз. Уменьшение лесных пожаров нынче поспособствовало благоприятные погодные условия и, конечно же, работа самих работников лесного хозяйства. А также по снижению количества лесных пожаров посодействовала работа государственных лесных инспекторов, которые у нас патрулируют наши леса
И во время наших патрулирований в этом году выявлено 52 нарушений правил пожарной безопасности, по которым были составлены 52 административных протокола. После рассмотрения мы наложили в отношении данных нарушителей 52 постановления о наложении административных наказаний на сумму 2 80 000 рублей. Напомню, что пожароопасный сезон в республике начался еще в начале апреля. Основные причины возникновения пожаров, как правило, грозовые разряды и вина человека. Работу огнеборцев усложнял тот факт, что большинство пожаров в этом году происходили именно в труднодоступных районах. Наибольшее количество пожаров возникало в труднодоступных местности, то есть в авиационной зоне, где именно тушением занимаются наши десантники пожарные, нашей авиабазы. И это получается 2 кожуна, Кахемский кожун и Толжинский кожун, на основная масса лесных пожаров. Немаловажную роль в уменьшении количества пожаров сыграла и комплексная профилактическая работа. В этом году была усилена работа агитационно-профилактических мероприятий, в том числе и через интернет, через соцсети, через официальный сайт министерства и подведомственных организаций. Мы каждый день пытались выкладывать профилактические памятки, правила пожарной безопасности в лесах, чтобы население помнило и соблюдало эти правила, когда пребывали в лес. В этом году в лесах Тувы режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводился 2 раза. Вместе с тем, в рамках межрегионального маневрирования наши парашютисты, десантники, пожарные в связи с обострением лесопожарной обстановки выезжали на помощь в Магаданскую область. Далее группу парашютно-десантной пожарной службы передислоцировали в Якутию. Специалисты профильного министерства напоминают, что завершение пожароопасного сезона не означает, что некоторыми правилами следует пренебрегать. Всего у нас числится 90 парашютистов-десантников, из них 40 человек успели поработать в данных регионах. При посещении лесных массивов министерство призывает всех граждан, чтобы опять же регистрировались в органах лесного хозяйства, чтобы наши работники знали, где находятся люди и в каких целях они посещают леса. Например, если они поехали для сбора дикоросов, чтобы обязательно они дали знать, где они находятся, в каких местах, чтобы в случае чего принять меры по поиску данных людей. За пожароопасный период этого года лесные инспекторы провели около 2500 патрулирований. В результате выявлено более 260 нарушений в области охраны лесных угодий. Из них 52 административных дела по нарушению правил пожарной безопасности в лесах. Айраса Буяною, Найдана Сенденма, телеканал ТУВА-24. Учителя тувинского языка и литературы школ республики приняли участие в образовательных курсах повышения квалификации по подготовке к основному государственному экзамену будущего года. Подробнее расскажет наш корреспондент. Одна из целей проведения курсов – повышение профессиональных навыков преподавателей родного языка при подготовке учеников к сдаче основного государственного экзамена по тувинскому языку. Сегодня завершается семинар. Мы очень полезного услышали от Кулари Елены Мадановны, директора Института развития национальной школы. Она нам очень хорошо и подробно пояснила новые федеральные государственные образовательные программы именно по родному языку. Сдача ОГЭ важна для того, чтобы оценить качество знаний девятиклассников, но самое главное – вести целенаправленную работу по сохранению тувинского языка в целом. Сегодняшний день наш тувинский язык в каком состоянии находится. Чтобы преодолеть эту проблему, надо приложить усилия не только учителям тувинского языка и литературы, конечно, но и привлечь внимание всего общества. По словам экспертов, в связи с развитием сети интернет и всеобщего доступа к технике, в России и в Туве происходит так называемый языковой сдвиг. В отдаленных селах малыш может начать говорить свои первые слова на английском. Ну и, соответственно, общество понимает это, принимает и забило тревогу. Нужно что-то делать. И вот в таких условиях, конечно же, просто
общественным движением, усилиями родителей удержать языковой сдвиг. В данном случае ассимиляция по языковому признаку не получается. Более 50 преподавателей со всей республики прошли трехдневные курсы повышения квалификации. После окончания курса учителя получили сертификаты установленного государственного образца. Айдеса Яракча, Буянкула, Рангар Кужгет, телеканал ТУВА-24. Холода все ближе, а с ними первый снег и гололедица. Зачастую автолюбители поздно начинают подготовку к опасному сезону. Вследствие этого ДТП и нежелательные поломки авто, которые несут немалые затраты. О правилах безопасности расскажет Мерген Аюн. С наступлением холодов автолюбители, особенно неопытных, которые только-только получили права или приобрели машину, начинают волновать различные вопросы. Когда менять летнюю резину на зимнюю? На что стоит обращать внимание перед похолоданием? Хотим обратить внимание автолюбителей, что перед наступлением холодов важно провести детальную диагностику автомобиля. Первое, о чем стоит позаботиться, это замена летней резины. Второе – аккумулятор. Следует проверить уровень электролита, а также зачистить клеммы от окисления. А также необходимо проверить моторное масло. Загустевшее масло вызывает повышенный износ двигателя. Большую часть этих процессов автолюбитель может выполнить самостоятельно. Главное вовремя начать готовиться. Зачастую автомобилисты начинают подготовку слишком поздно, когда выпал первый снег и появился гололед на дорогах, что приводит к печальным последствиям. Ведь именно тогда наблюдаются огромные очереди в шиномонтажке и автомобильные магазины. Требует внимания система охлаждения. Если в антифриз добавляли воду или другие вещества, то это может негативно сказаться на двигателе. Нужно слить остатки и залить новый антифриз. В межсезонье особенно важна исправность тормозной системы. Уровень тормозной жидкости нужно проверять регулярно. Изношенные колодки менять. Все колеса должны тормозить одинаково. Также с наступлением холодов нужно проверить щетки на дворниках. Они быстро изнашиваются и могут плохо очищать стекла. Каждый автолюбитель обязан своевременно подготовить своего железного коня к зиме. Ведь от этой подготовки зависит не только ваша безопасность, но и безопасность ваших близких и окружающих. Мерген Оюн, Буян Оюн, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. На Дусхоле, где отдыхают не только жители республики, но и туристы. В 2022 году по инициативе главы ТУ Владислава Хавалыга провели электричество. Вслед за электрификацией появилась круглогодичная устойчивая сотовая связь. С озера передает РС Мангуш. Новая базовая станция 4G круглогодично обеспечивает связью и интернетом в радиусе 10 километров, а в пределах 20 километров абонент беспрепятственно может пользоваться мобильной связью. Станция стоит на возвышенности, откуда открывается вид на озеро Дусхоль. В том месте, где мы запустили в этом году базовую станцию 4-го поколения 4G, и таким образом мы уже обеспечили сотовой связью вот это место, которое, куда приезжают летом отдыхать и лечиться жители и гости нашей республики. Вот эта базовая станция охватывает территорию, если про ЛТЕ говорим, про связь 4-го поколения, в радиусе примерно 10 километров уверенный прием. То есть люди могут также пользоваться сетью 4G, передачей данных и не быть оторванным от, так сказать, столицы, да, от других населенных пунктов. Рядом есть еще одно любимое место отдыха жителей и гостей республики – озеро Хадын, где также хорошая связь. А за озером в черте 10 километров находится небольшое селение, в котором живет около 150 человек. Селяне никогда не пользовались ни звонками, ни интернетом, поскольку там никогда не было сотовой связи. Сейчас вот благодаря вот этой базовой станции, которую мы запустили, у них в селе есть уверенный прием сети 4G. И мы ездили уже туда, смотрели качество, оценивали его и поняли, что сейчас, да, люди могут пользоваться передачей данных, также сидеть в интернете, как и все другие люди, которые живут в больших населенных пунктах, в том числе и в городе Кызыле. Развитие сотовой связи у нас в Республике Тыва сейчас идет бурными темпами. Вот за последние 2 года с помощью оператора сотовой связи МТС мы в 2021-2022 году запустили 7 населенных пунктов. А в этом году у нас есть 3 проекта. Это Сюцхольский Кожун, там 2 населенных пункта, Агдаш и Кызылтайга, а также вот, запустили уже сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет вот, на озере Дусхоль.
Тува также попадает под федеральный проект устранения цифрового неравенства, где обеспечивается качественными услугами связи труднодоступной территории. По проекту в республике накроют связью еще 2 населенных пункта – Ресмангуш, Чайхан-Дангак, Ангар-Кужугет, телеканал Тува-24. Для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом в Туве приняли решение охватить население флюорографическим обследованием, особенно снизить количество тех, кто не проходит обследование в течение 2 или более лет. Для упрощения прохождения процедуры ввели новые меры. Какие, расскажет Инна Клоян. Все, одевайтесь. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в республике остается напряженной. Сегодня в Туве 1215 больных туберкулезом, из них 178 детей. В связи с тем, что туберкулез на ранних стадиях может протекать бессимптомно, человек может даже не догадываться о своем заболевании. Поэтому большое значение имеет профилактическая диагностика. У взрослых она заключается в ежегодной флюорографии органов грудной клетки. Детям ставят манту. Болезнь может распространиться и на другие органы. В нашей поликлинике за 9 месяцев 47 случаев выявления больных туберкулезом. Они проходят флюорографическое обследование, это вот на флюорографе выявлено. Да? Мы делаем им снимки, затем мы смотрим. Если есть какие-то патологические изменения, дальше мы их проводим либо на КТ, там дальше либо подтверждают, дальше к участковым они идут. Полностью собирается анамнез, кровь, моча, мокрота на БК, и дальше на консультацию к фтизиатрам отправляются пациенты. Как показывает статистика, риск заражения туберкулезом не зависит от уровня достатка и качества жизни. Это распространенное инфекционное заболевание, которым может заразиться любой человек. Проходят медицинский осмотр зачастую. Очень много у нас с района приезжают людей, которые почему-то нигде не обследованные оказываются. Вот, и ты находишь у них изменения. Конечно, нет архива. Вот сложность в том, что у меня нет районных архивов, поэтому мы их всех регистрируем как впервые выявленных, отправляем, то есть начинаем с нуля обследоваться. Приходят либо к специалисту с какими-то жалобами, либо это профилактические осмотры, и мы выявляем у них изменения. Туберкулез передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Микробактерии находятся в мельчайших каплях, которые больной туберкулезом выделяет при разговоре, кашле, чихании. Один инфицированный может заразить 10 человек. На примере нам показали разницу между здоровыми и пораженными легкими. Вот здесь на рентгенограмме доктор, когда смотрит, оценивает и находит патологические изменения в легких. Это конкретно вот в верхушке есть затемнение, да, в нижних отделах. То есть здесь вот ателектаз легкого, то есть фиброзные изменения, которые привели к уменьшению объема легкого, да, верхней доли. Так вот выглядят легкие без патологии. То есть мы здесь видим абсолютно прозрачные легочные поля с обеих сторон. Обязательное обследование должны проходить граждане из группы риска, пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учете у терапевта, кардиологов, эндокринологов, а также лица с пониженным иммунитетом. Поэтому очень важно обследоваться ежегодно, чтобы в случае выявления заболевания незамедлительно начать лечение. Ведь туберкулез излечим. Также детям для своевременного выявления инфекции ставят пробу МАНТУ или диаскин-тест. Флюорография грудной клетки – это скрининговый метод для выявления рака, туберкулеза и также профессиональных заболеваний органов грудной клетки. Желательно флюорографию проходить 1 раз в год. Некоторые люди не проходят, вообще не обращаются в больницу из-за записей, из-за очередей. То, что некоторые записи идут через 2 недели, через месяц. И так забивают на свое здоровье. Теперь упростили процедуру прохождения флюорографического обследования. Если раньше его можно было пройти только после приема терапевта, то теперь направление можно взять в кабинетах медицинской профилактики. Прохождение флюорографии удобно стало тем, что не нужно будет записываться к участковому терапевту. Можно подойти в отделение профилактики и по живой очереди взять направление на флюорографию и пройти в 217 кабинете. С 8 до 4 часов нужно будет с собой иметь паспорт и страховой полис.
Отметим, что важно принимать меры предосторожности и соблюдать гигиену, чтобы снизить риск заражения туберкулезом вне зависимости от уровня дохода и качества жизни. Это включает правильное прикрытие рта при кашле и чихании, уход за чистотой рук, проветривание помещений и избегание близкого контакта с людьми, которые могут быть заражены. Также важно пройти вакцинацию и следовать рекомендациям медицинских специалистов для предотвращения распространения и лечения туберкулеза. Инна Клоян, Буян Мангуш, Ангар Кужугет, телеканал ТУВА-24. Ученики Кызыльского президентского кадетского училища посетили здание госавтоинспекции на Ровенской, 36, где они посмотрели оборудование и технические средства, используемые сотрудниками ДПС. Зашли в комнату дежурного, принимающего вызовы. С подробностями Мерген Уюн. Повзводно. 31-й взвод направляющий. Шагом марш. Много взяли. В рамках профориентационной деятельности и профилактики безопасности дорожного движения сотрудники ГАИ организовали экскурсию среди учеников кадетского училища. Всего прибыло 2 взвода. По словам сотрудника ГАИ, такие мероприятия проводятся на постоянной основе не только с участием кадетов, но и других учеников общеобразовательных учреждений. Рассказали ребятишкам о деятельности госавтоинспекции, деятельности инспекторов дорожно-патрульной службы. Также рассказали о работе межрегистрационного отдела госавтоинспекции, наглядно показали, как проводится осмотр транспортных средств, а также познакомили ребятишек, состоящими на вооружении госавтоинспекции, служебными автомобилями. Ребятам было интересно все. Они с особым интересом рассматривали специальные средства, например, алкотестер, аптечки и домомер, которым проверяют уровень выбрасываемых в атмосферу вредных веществ дизельными машинами. Побывали у поста дежурного, где в режиме реального времени сотрудник принимал вызовы. Детям было интересно, как избавляются от утилизированных госномеров и как проверяют номера на двигателе. Не видно, что они менялись. На самом деле вот здесь какие цифры должны быть. Вместо 0 9 идет, вместо 3 5 идет, вместо 4 1. Это хорошо так сделано, что не видно. Данным прибором это можно все выявлять. Я со своими товарищами посетил отделение ГИБДД, и мне очень понравилось о чем нам там говорили. Нам говорили о оказании первой помощи, как работает ГИБДД. Также нам на живом примере показали всю эту систему в действии. Нам было очень интересно, и я узнал очень много нового. Например, про то, что все эти камеры, расположенные по всему Кызылу, связаны в одну систему, которая транслирует по различным экранам. В конце экскурсии ребята изъявили желание вернуться. По словам кадетов, это было увлекательное и познавательное мероприятие. Также сотрудники ГАИ напомнили учащимся о правилах дорожного движения. Мерген Уюн, Буян Уюн, Ангар Кужугет, телеканал ТУВА-24. Как мы уже ранее говорили, для школьников Терехольского района еще 15 сентября дан старт конкурсу «Культ труда». Организатором мероприятия выступила артель старателей ОЙНА совместно с администрацией района. О целях и задачах конкурса расскажет Инна Клоян. Наколоть дрова, убраться в доме, вынести мусор, почистить печку, помочь в домашних хозяйственных делах, беседа между поколениями, задания конкурса, которые должны выполнить школьники для старшего поколения. Сами же участники придерживаются условий конкурса и активно помогают пожилым. Но каждый из них это делает не на показ и не для того, чтобы выиграть, а от всей души. Мы помогали старожилу, ветерану труда Идам Тамаре Сембиловне. Она живет с внучкой одна. Мы помогали хозяйственными делами, например, рубили дрова, подмели двор и сходили за водой. Думаю, каждый человек должен помогать пожилым людям. Главное не победа, а счастье. Как молодое поколение может помочь пожилым? Внимание! Вот главная и самая нужная помощь, которую дети могут оказать старшим. Даже короткие разговоры доставят им большую радость. А детская непосредственность позволит старшим взглянуть на мир по-другому, отвлечься от забот. Мы помогаем бабушке там, по делам домашним. Дрова рубим, там, за водой сходим, может. Что для тебя это самого значит? То есть помочь пожилому человеку? Для меня это ничего не стоит, просто от души сделать просто. Из чистых помыслов, не из-за денег там, где просто так.
Благодаря этому конкурсу дети учатся заботе о старшем поколении. И в то же время пожилые люди получают хоть небольшую, но помощь. Дети помогают всем пожилым в Терехольском районе. Одна из них – ветеран образования Чичек Мунзук. Она поделилась, что школьники очень ответственно себя проявили. Работы выполнили добросовестно, качественно. И за это она им очень благодарна. И от такой душевной благодарности детям еще больше хочется проявлять заботу о пожилых и делать добрые дела. Сегодня ученики пришли помочь пожилым ветеранам образования. Это очень хорошо. Я выпустила очень много учеников, и все каждый год приезжают ко мне, помогают по хозяйству. Дрова колют, воду несут. Они могут выполнить любую просьбу. В связи с этим мы, учителя, благодарны им за помощь. Желаем ученикам всего хорошего, чтобы они хорошо учились и уважали взрослых. Цель проекта – возродить принципы трудового воспитания детей в семьях животноводов, тем самым сохраняя и развивая традиционное хозяйствование коренного малочисленного народа Сибири – тувинцев-тоджинцев. Работы выполняются в рамках данного конкурса, и тем самым прививается детям эта любовь к труду, помощи старшему поколению, чтобы люди уважали старших, любили, всегда помогали. И такой конкурс для нас проходит впервые. Воспитывать детей надо в труде, прививать привычку к труду, сделать его высшей ценностью, возродить культ труда, как мерило человеческой ценности, как главный признак культуры человека и общества. Конкурс проходит в течение 3 месяцев, и за этот период школьники должны помогать старшему поколению, а итоги подведут к Новому году. По условиям конкурса участие открыто для всех жителей района в 2 категориях. Семейная команда. Семьи из Терехольского района могут поделиться опытом приобщения детей к труду и помощи старшему поколению в хозяйственных делах. И индивидуальное участие. Дети в возрасте от 7 до 17 лет расскажут о своем опыте помощи старшему поколению в хозяйственных делах. Идея пришла давненько у нас, но все никак не могли реализовать это. Думали, как реализовать. Тут недавно так все-таки обговорили, встретились, как это все сделать. Решили попробовать. Ну и как сегодня мы видим, культ труда идет на пользу. Приехали в Кургунтук и видим то, что ребята действительно помогают, ребята действительно работают. Надеюсь, что культ труда также продолжится, дети будут помогать. Итоги конкурса подведут в конце года совместно с администрацией Терехольского района. Победителей в каждой из категорий наградят денежными призами от организаторов конкурса «Артели старателей Айна». Общий призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Инна Клаян, Буян Магуш, Дарина Даргат, телеканал ТУВА-24, Терехольский район. Сегодня на факультете физической культуры и спорта Тувинского госуниверситета открылся скалодром, где провели чемпионат по скалолазанию. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. В столице Тувы это уже 3-я горка по скалолазанию. Первые 2 находятся в столичных школах. На горке в университете свои навыки будут отрабатывать студенты. Тех, кто хотел бы научиться подниматься по скалодрому, много. Студент 1-го курса магистратуры Ачиту Сюрюнот скалолазанием занимается уже давно. Он вместе со сборной командой университета участвовал во многих всероссийских и региональных турнирах. Участники имеют квалификацию судей разных категорий. Сначала надо пройти квалификацию, обучение специально 36 часов. После обучения начинается практическая часть, подготовку участников именно по связыванию узлов. Тогда уже он может приступить на данное мероприятие. А если человек профессионально хочет заниматься, это примерно уйдет где-то год-полтора. Среди гостей ректорат студенты именитая альпинистка Мариана Кыргыз, которая покорила все высокие точки планеты, в том числе Эльбрус, Килиманджаро и Эверест. Факт прибавления скалодромов в нашей республике пусть будет дальше и таким же динамичным, чтобы в каждой школе, в каждом образовательном учреждении был свой скалодром. В жизни любого человека может возникнуть момент, когда кто-нибудь из друзей предложит: «Пойдем на скалодром, тебе понравится». И неважно, бегун вы, турист или велосипедист, если в вашем кругу есть скалолазы или альпинисты, то скалодрома вам не миновать. Вначале была задумка, что это для студентов, но
Когда мы анонс выставили на сайте университета, очень много звонили, спрашивали, будете набирать платные группы для детей и для взрослых. Мы, скорее всего, будем, да, по одной группе для взрослых и для детей. На приобретение скалодрома выделили 400 тысяч рублей. Теперь студенты и все желающие могут заниматься скалолазанием. Это хорошая возможность выплеснуть энергию и развить мелкую моторику. Если имеется некоторое количество лишних килограммов, благодаря скалолазанию они уйдут. Чередование режимов ускоряет процесс сжигания жира. Айсан Ансоян, Чайхан Дангак, Азамат Чур, телеканал ТУВА-24. У меня на этом все. Вы смотрели ежедневный выпуск на телеканале ТУВА-24. С вами был я, Азамат Ачур.